Ім'я Отця і Сина і Духа Святого, Амена, героям Божого милосердя, служачи обладанням для кожного з наших дітей і молодь, за нашу супольную спартиальную интенцию будовництва. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владычество Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щедрого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod urodzenia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его, единого Пана нашего, який був зачатий Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтії Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов на тхвані, на третій день воскрес по вірвих, узійшов на небо, сядить праворуч Бога, Отця Всемогутного, оттуль прийде судить живих і померлих. Веру в Духа Святого, святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Ojcze Spodwieczny, zdaruj Tobie ciało i krew, duszę i woskać najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Прости за грехи наши и вся Через Jego bolesnej muki, Милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Spodwieczny, daruj Tobie ciało i krew, duszę i woskać najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Прости за грехи наши и всего света. Через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего через света. Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Spodwieczny, daruj Tobie ciało i krew, duszę i woskać najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Как простить за грехи наши и всего света. Через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Spodwieczny, daruj Tobie ciało i krew, duszę i woskać najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Прости за грехи наши и всего света. Через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. через Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до
всего света. Ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Przedwieczny, oferuję Tobie ciało i krew, duszę i woskres najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Aby prosić za grzechy nasze i всего света. Ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. ciele Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Смилуйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Смилуйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Смилуйся над нами и над всем светом. O krok i woda, jaka wypływa z najświętszego serca Jezusa i krwicy miłosierności dla nas. O krok i woda, jaka wypływa z najświętszego serca Jezusa i krwicy miłosierności dla nas. O krok i woda, jaka wypływa z krwicy miłosierności, najświętszego serca Jezusa i krwicy miłosierności dla nas. Jezu, Święta Siostra Faustyna, Święty Jan Paweł II, Все святые Божия, в имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Pokrzyć naród swój odbornej pszenicą i nasyczaje ją miodem ze skały. Podczas tej świętej mszy modlę się za Alienu, 31 годину после смерти, а так само zapamiętać księgi Kananowicz i Karwanowicz. Просят, чтобы добрый милосердный Пан пробачил им провины и принял усупольность усих святых. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую отряду. Spowiadajcie Bogu Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я винни, думкою, словом, ушиком и занятанием.
моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, а на землі слава людям доброму. Молимся век, благословляемся век, молимся век, прославляемся век. Забудем навеки великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Отцы народный, Иисус Христе, Пане Боже, Барану Божий, Сыне Отца, как Тебя вечно святых, грехи и свету. Смилуйся над нами, грехи грешно святых, грехи и свету. Прими моление наше, грехи святых, правоучайся. Смилуйся над нами, Господи, Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты Иисус Христе, Духом Святым Богородице, Богородице. Аминь. Молимся. Боже, Ты у Найсвятейшим сокровенне покинул нам Господин своей руки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые хлебницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отшували землём Твоего откупления, який живейший благодарный с Богом Отцом в едности Духа Святого, Бог прозущения и вечный. Читання книги Трудозаконня. Моїсей сказав народу: пам'ятай весь шлях, яким вів тебе Пан Бог твой по пустыне этих 40 годов, щоб скорить тебе и выпробовать, и познать, что в сердце твоем, чи будешь заповедь заповеди меня. И он скорил тебе, мучил тебе голодом и кормил тебе манной, якую не ведал ты и не ведали продни твои, как показать тебе, что не одним хлебом живе человек, але кожним словом, якое выходит из устного Пана, живе человек. Не забывай Пана Бога твоего, який вывел тебе из земли египетской, с дому неволи, який был твоим проводыром в пустыне великой и страшной, где змея ядовитый и скорпион, и земля безводная. И он сдобыл для тебя воду со скалы кременевой, кормил тебе в пустыне манною, якой не ведали предки твои. Это Слово Божие. Иерусалим,
и он усталевый мир на твоих межах, и насыщает тебе отборною пшеницей, и он посылает слово свое на землю, и не худо летит его слово. Я навестил слово свое, я верю, останови свои и присуды Израилю, и яко народы вождя не учинил, еми не ведут присудом его. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, тілі благословлення, які благословляють, ті не з'являються уділом у крові Христа. Хліб, який ламаємо, ті ж не з'являється уділом у тілі Христа. Один есть хлеб, одно тело, мы многие, бо мы все соудельники одного хлеба. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Як хліб живий, який зійшов з неба, каже Бог. Хліб, хто буде їсти хліб мене, буде жить вічно. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Иоанна. У той час Єсус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з неба. Коли хто буде їсти хліб гэтый, буде жить вічно. А хліб, який я дам, это тело мое, дело життя світу». Юдеї справлялися між собою, кажучи: «Як он може дати нам їсти своє тіло?» Єсус сказав їм: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, коли не будете їсти тіло Сина Чоловічого і пить крові Ягоної, не будете мати у собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в опошній день. Бо тіло моє – правдивий спожиток, а кров моя – правдивий напой. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, во мне есть, а я им. Як послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и той, хто есть в мене, буде жить мною. Это той хлеб, який зійшов з неба, а не той, який ели отцы ваши и померли. Хто есть хлеб гэтый, буде жить навеки». Это слово Пана. Некалькі рэчаў, на якія варта было сёння звярнуць увагу падчас урачыстасці, калі мы перажываем і ушаноўваем цела і кроўнасць нашага Пана Ісуса Христа. Это першае слово, якое мы сёння пачулі у першым чытанні ў кнізе Другазаконя, а гучалі яны так: «Памятай, увісе шляхі, якімі вёў цябе Пан Бог». Навошта гэтыя словы
Моисей говорит до народу выбранного. Варто сказать и припомнить, что народ выбранный крочил праз пустыню 40 годов. На протягу этих 40 годов народ был подвержены розным пробам, розным тяжкостям, але Бог ішоў наперадзе, і Бог бараніў. Памятаем, калі захацелі есці, не было чаго есці, Бог дае манну, калі не маюць мяса, Бог дае ізноў птушкі, якія спажываюць, калі не маюць вады, Бог дае са скалы ваду, Бог ідзе наперадзе. Калі зграшылі, калі адвярнуліся, калі вужы начали кусать народ выбранный, а Бог говорит: углядите медленного мужа, и поставьте его высоко на палцы, и, коли поглядеть, кто на него, будьте уратованы. На что такие слова Моисей говорит: памятай увесь шлях свой. Чему? Бо уже не мало, уже за несколько дней Моисей помре, и народ выбранный после покупи 40-дневной потерю и по смерти Моисея под переводством Езуэля перейдет до земли обранной, до земли, которая обтекает медом и молоком, где не треба будет рушиться, где настанут добрый служитель, где будет выборное мясо, где будут наилепшие речи, какие им были предназначены. Земля выбранная, обещанная народу, будет дадена. И Моисей говорит: памятай, у гэты час пра гэты дзень, калі Бог ішоў наперадзе перад табой, калі ты цярпеў нешчасце, бяду якуюсьці, перажывання свае, турботы розныя. Чаму? Бо калі ты видишь у зямлю, якая аплывае медом, то ты можешь забыть про плана Бога, что Ён тебе вывел, что Ён тебе провел праз нешчасце гэтага жыцця. Чи у нашому житті так вельми часто не буває, коли нещастя, коли турбота тому на Пана Бога, а коли Пан Бог это все вратує, дасть нам добробыт, мы медленно забываем про то, для чего мы предназначены. Мы медленно забываем, что Бог нас вызволил. Ничем не будет. Не звичайною, ни золотом, ни газетом, ни бриллиантами сучасного свету, а кровью драгоценною нас вывалил, как дать нам незвичайное життя. Житье в вечности и телом своим кормить нас, как мы имели вечный спожиток. И это телом это новое, не только с алтара эвхаристичного, а так само с алтара стола Слова Божьего. Бо иначе тело не будет реальным, коли не будет Слова Божьего. Бо тело Христа, оно уявляется, оно приходит, переменяется у тіла Христа, дякуючи Слову Божому, якое гучить. І це перший стол наш евхаристичний, який має нас кормити, як ми пам'ятали, для чого ми. І пам'ятай, гэты свой день. Пам'ятай той день, коли ти перший раз приступив до сакраменту покаяння. Пам'ятай той день, коли, може, ти з 10-20 годов костюмы были позачинены, может, 50 годов, ты здесь стоял далеко от Пана Бога, и пришла такая хвилина, что костюм, что з'явився свята, что можно было разом помолиться, что можно было высповедаться, может, после десятков, 20 годах свого життя и принять справное тело, як человек хутко забывая гэтае несчастье, якое дзесьці нас там порушило, гэтыя моменты життя, калі были готовы отдать свое життя, свое здоровье, заризиковать, может, своей працей, своей карьерой для Христа, для Бога. Коли мы памятаем, может, кто-то и приносил, как охрестить свое дитя здесь в другое место и боялся и держал, как кто-то не зауважил угла, и как меня не скинули из моей посады, не зволили из моих працы. Памятай, этот день, який Бог тебе подаровал, и как ты памятал, что Бог идет напереди перед тобою. Это вельми моцные слова. Другие слова, якие гучат, это те, что Моисей говорит из ног, как мы были у єдності. Чому? Бо хто споживає одно тіло і п'є мою одну кров, той творить і злучається со мною у єдній ахвярі. А эта ахвяра, она незвичайна для справедливого покаяння. Это ахвяра, якая поєдновує, і эта кров змиває з нас наші грехи і наші обиди. Как вы пам'ятали, з якого стола ми маємо ситися. Бог сьогоднішній так само
В Слове Божьем Павел пише: «Келих благословленный, який благословляем, не з'являється уділом у крові Христа, хліб, який ламаем, не з'являється уділом у тілі Христа. Один есть хлеб, одно тело, мы многие, бо мы все соудельники одного хлеба». Але, браты и сестры, коли читать далее послание до коринфянам, то прочитаем, что не гоже есть споживать хлеб з алтара, але так само насичаться з стола дьявола. Моцне слово Павел пише. Справді, от тоді нам не буде смаковать Евхаристия. Это можно было бы поравнять, как кто-то из вас съел какую-нибудь отрутую ежу, насытился этим, а потом пришел на наилепшую выставную вечерню, где заставлено наилучшими, наиценнейшими, наисмачнейшими потравами стол. Там мы навіть споживали, а мы и потом это вырыгали. Это есть, когда мы приходим на Евхаристию, мы насыщаемся какими-то брудами сучасного свету, дьявольскими речами, которые нас кормят. Нам потом не будет смаковать Евхаристия, не будет собравного смаку иметь святая душа, не будет иметь смаку наша молитва, но мы будем рыгать тем, чем нас накормил этот свет, бо нам будет хотеться и намного наестися. Этого добра, якое тільки насичає хліба, а Христос з'являється хлібом, який ситить чоловіка не просто так, а до життя вічного. Как бы у этой єдності ситилися з одного стола, а этим самым ішли в напрямку, до якого нас откупив Ісус Христос, отдаючи своє тіло, проливаючи свою найдрагоценнейшую кров. Не для того, как показать, сколько может вытерпеть человек, а не только и выключно для того, как дать нам новый сенс, новое бытие, новое житие у вечности. Просим, как и мы, умели принять дары Божие, те, которые, может, сейчас в свете непопулярные, и остальные истории. Часами у школах есть такая традиция, что часами перед якимись там, обычно, когда я працевал за межою, дети вытягивали карточки, писалось все имена, и на этих карточках треба было один одному купить якийсь презент. Зазвичай это было на Николайке. И когда приходил в этот момент, наставница от стола вычитывала этих людей, они подходили, эти дети, и каждый брал якийсь подарунок запакованный. Якая была райда для хлопчиков, коли они открывали и вытягивали, хтось якийсь пистолет отримав, хтось якийсь меч пластиковий, хтось якусь машинку поліцейську, хтось якусь цікаву таку забавку. Але був одного разу в одной из классов справная история, что один из хлопчиков, як его назовем, Юрий, достал и распаковал свой подарунок, и была там лялька, которая тримала меч. Чому эта лялька не сподобалась, а чому? Бо все его сябры, коли распаковали, начали бегать, кричать, стрелять, пуляться, хвалиться своими подарками, а он эту ляльку тыкал у землю так глубоко, что аж ненавидел того, кто эту ляльку ему подарил. Он не мог разом с сябрами бегать и гулять у этой самые гульни. Коли отведал его знакомый одноклассник, сказал, что несколько десятков годов позднее зауважил, что эта лялька, поскольку она была не ценная и дорогая, и не похожая эта лялька была, и она имела свой характер и свою ценность, в этой лялька у него находилась в самом поважном месте. О чем эту историю говорю? Это свет сучасный нас трактує, так як ми, людей, які ми отримали эту ляльку. Христос, який десь комусь він не потрібний, з яким не варто вийти погуляти, з якого не варто похвастатися, але ми сьогодні приходимо подчас этого урочистості найсвятейшей тіла і крові, припомнить нашу історію життя. І припомнить, може, ще раз, що Христос, Він той самий правдивий, той самий у этой звичайній гості, за якою ми можемо у неділю, и так само раз октаву Божьего тела будем ходить вокруг нашей кадыцы, нашей парафии в неделю пройдем по расчетах Минска, как показать,
хто для нас з'являецца ценностью, и что это белый хлеб оплата, который его назовут, это белый хлеб, это сам Христос Збавца, який дає нам надію, для якого нам так важно жить, как показать еще и раз засвечить, что это наша вера, якая нам подарована, и нас справдная, и мы готовы для ее выставить себе на посмеяться, как нас смеялися, в нас тыкали пальцами, але как мы памятали, что только Бог дает человеку надею, что только Бог является тем, кто хочет дать нам порятунок. Памятай, увесь шлях, яким вел тебе Пан Бог твой по пустыне этих 40 годов, как скарбниц выпробовать, как сердце твое очистить, как ты заховал заповеди, что он есть Бога твой. Всякого вашего имя вашего, и водиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первопричины века, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, разлякого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уселовился от Духа Святого, с Девы Марии и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, садись праворуч Отца, и знов придет Ваня, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да нашего Отца в небе, який спасал своего милованного Сына, как в мире сохранное житье, вознесем супольные молитвы и просим молимся за святый Христовый костел, как с Евхаристией он черпал силы для духовного отречения тех, кто всем. Выслухай нас, Пане. Людей, які в этом годі прийняли першую святую комунію, как они намкнулися жить у ласce все свое житье, те, кто всем. Выслухай нас, Пане. За тих, кого Бог одарил лаской и покликая, как про свою совесть с Христом и молитву они стали предвестниками нового життя, тебе просим. Выслухай нас, Пане. За наших близких померлых и за тех, кто оплакивает своих родных, за Алену, 31 годину после смерти, как там из семьи Кананович, Карбанович, как добрый милосердный Пан пробачил и провины и принял усупольность с воскреслым Христом, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Рад удельников этой святой мши, как удел в сегодняшней урочистости погреблял нашу веру и едность с Христом, присутным на святейшем сакраменте, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, мы дякую Тебе за дар тела и крови Твоего единородного Сына, уже не просим, кому досягнуть вечного счастья в небесном благодарстве раз Христа, Пана нашего. Аминь. Thank you.
Нехай Пан Бог прийме отряду слуг Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Просвітителі храні наш Божа, надари Твой костел єдностью і супокоєм, знаком яких з'являється така вяра праз Христа Пана нашого. Аминь. А Пан з вами. И с Твоим. Гору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Справді Богдана і справедлива, сущна і збавірна, как ми завсюди і всюди тобі складаємо подяку. Пане святий Отче, всемогутний вічний Боже, праз Христа Пана нашего, и Он соправдный вечный свята, установил обряд неспынная веры, и верши себе самого принес Тебе, как вяру избавления, а нам наказал складать ей на вспомин об Самее. Яко тело за нас охвяровало, это духовного сила, яки нас умацовывает, а кровь за нас пролита, это духовный напой, яки нас очищает. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе, з радостю ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, нехай и земля полная хвалы Твоей, Господа нарушителя, благословляй Твой, кто приходит в меня. Справді, Боже, Ти святий, криниця усякої святості, тому просим Тебе, освяти эти дары, которые над Твоего, как представитель для нас тела и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Ярите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znał Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom każąc: «Bierzycie i pijcie z jego все, bo это есть kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, ziela odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаю Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Uleczy śmierci zdrowy powstanie Twojego Syna, a skieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas wolnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, во костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовь и разум с Папом нашим Его,
biskupom naszym Józefom i uczniom duchowieństwa. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які опоснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто власти Твоєї обійшов з этого світу і дозволив убачить святво обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее ранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом, другим, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, которые справедливо подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христовым Христе, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia baszana i chwała, prazu się, jaki wieczny ja. Молимся на Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Просим Тебя, Пане, збав нас от всякого злока, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью. И Ты живешь и благодаришь на веки вечные, супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближним устам супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечернюю. Пане, я не могу, как Ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Помолимся. Пане Иисус, учени ласкаво, как мы в вечности радовались Твоему телом плоским житии, якою в сакраменте Твоего наисвятейшего тела и крови на земли нам провещаешь, яки живешь и владаешь нам веки вечные. Добро, что вы идете, что вы сходите. Примите Божие благословение, и хоть нас наполнить соправдной радостью и супокоем. Сам с вами. Нехай вас благословляє Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангел Михаил, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана и інших злых духов, якие нас глубодушнують по свете. наши близкие померли, запомерли Владимиру, так само Сергей Кананович и Карпанович. А ну, Панский звездовал Панне Марии. И зашла от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. После слуга Панская. Нехай не станется по воле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. А слово стало телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Молись за нас, Святая Богородица. Остались мы годными описанию Христова. Молимся, всемогутный вечный Боже, просим Тебе, влив в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши про задельское звестование, утеловление Христа Твоего Сына, празднуя Его и крыш были доверительны до хвалы у воскрешения, праз Христа, Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была с веку теперь и заслужу, и на веки вечные. Добрый Иисус наш Пане, Дай вечное спочивание. нехай спочивають у супокої вічне. Аминь. Вечный